Ассаламу алейкум, мекендештер. Азыр төгөлөк столго катыштык. Ошо кыргыз мекендештер тилекке каршы курьер Баңгизатты ашып түрмөгө отуруп бүгүнкү күндө 600-700 чакты биздин мекендештер отурган экен. Анан кийин орточо курьерлердин иш сапары ошо Баңгизатты ашып акча иштейм деп жакшы ой менен артыктан тыртык кылып атат. 2 айдын ичинде орто статистика менен ар бир курьер кармалып андан ары түрмөгө кетет экен. Ошону оңой акча табам деп атканда Кыргызстанда силердин ата энеңер күтүп атат, балдарыңар күтүп атат. Ошо мекендештерге бир ооз айтып кетет элем. Азыр ошо видеону дагы кыска нуска кылып төгөлөк столдо киргизип коем. По наркопреступлению вообще ужесточается. Там нету даже сюсюканья. Сразу следственный изолятор и колония. Все. И этот парень, ему было 21 год, 22. Мама с папой слезы льют там у себя в Бишкеке. Узбеки по национальности. Ну, в любом случае, они в Бишкеке живут давно, всю жизнь. Что мне нравится в гражданах Киргизии, откровенно говоря, это вот прям огромный наплыв труда к работе. Человек любит работу. Ему без разницы, кем работает. Его поставили такси, работает. Он будет четко исполнять свои трудовые обязательства. Но есть тот момент, понимаете, когда он не знает о своих обязанностях и правах. Я не начал говорить вам о правах, я начал говорить об обязанностях прежде всего. Понимаете? Именно стоит отметить работу посольства России, Киргизии, диаспоры. Классная работа. Да, спасибо. Здравствуйте, коллеги. Во-первых, тема очень актуальная. Вот это вот как раз 228 – это большая беда всей диаспоры, мне кажется. Но я очень надеюсь, что усилиями всех активистов диаспоры мы смогли вот эту тенденцию возрастающую немножко сократить за счет того, что в прошлом году и позапрошлом году у нас была очень большая работа по профилактики статьи 228. То есть мы массово выпускали, в том числе и посольство, представительство Министерства миграции, в том числе и МВД, массово выпускали видеоролик. Вот коллега правильно сказал, что многие читать не любят. Вот, не читают практически. Им вот просто простым языком объяснить, почему нужно это все делать или не делать таким образом. К счастью, у диаспоры есть очень большой социальный контент, где мы можем правильно использовать во благо наших граждан. Это социальный контент в размере, в количестве от 400 до 800 аудиторий, тысяч и так далее. То есть любая информация, вот как работает кыргызская диаспора. Я считаю, что кыргызская диаспора, она самая мобильная диаспора, на самом деле, из всех диаспор, самая мобильная. С этим соглашаются все. Скажем так, я добавлю буквально, просто без всяких деталей. Надо ехать, значит надо ехать. Да. Не нужно там кому-то позвонить, через кого-то позвонить. Один, если гражданин Киргизии дозвонится до кого-то из членов диаспоры, все. Или посольство, или однозначно диаспора будет на месте. Да, все. Вот в этом огромный плюс, можно сказать. При этом вне зависимости, какое время года и будет ночь или день, выходной день или трудовой день, понимаете? Согласен. В этом плане огромного, это прям, мне кажется, вы на вас должны равняться все по этому поводу. Ну, поэтому такие вот наши главные активисты диаспоры организуют такие мероприятия. Вот госпожа Утузбекова неоднократно проводит вот такие классные мероприятия, на самом деле очень полезные. Я считаю, что должно быть таких мероприятиях еще больше, если вот к нам присоединятся наши новые партнеры от фондов. То есть с большим удовольствием мы тоже поделимся своим контентом, давайте освещать именно вашу деятельность в более крупном масштабе и так далее. И у нас как раз таки через несколько дней в Москве состоится очень большое событие. Это 5-й общероссийский форум кыргызской диаспоры, где стекаются со всех регионов Российской Федерации руководители диаспор кыргызов 18 числа, куда я вас всех приглашаю. Приглашение я вам отправлю через организатора, наверное.
Придите, посмотрите. И как раз таки первый день, 17 февраля, мы встречаемся в закрытом формате, и у меня будет возможность как раз таки всю эту информацию там озвучить, чтобы они работали по регионам Российской Федерации тоже, да, и так далее. Мы заинтересованы, чтобы наши граждане меньше попадали. Вот сейчас коллега мне классную статистику сказал. Любой курьер, он проживает свою курьерскую жизнь буквально 2 месяца. Вот, не более того. Вот это нужно теперь доносить, относительно доносить за счет, потому что многие думают, авось вот месяц поработаю, 2 поработаю, отдохну потом опять вернусь и так далее. Но нужно сказать, что бесплатный сыр только в мышеловке. Благодарю организаторов на данный круглый стол. Очень надеюсь, что будет общими усилиями результат, успехов в работе. Коллеги, всего хорошего, наилучшего. Сақ болыңыздар, аман болыңыздар, мекендестер, оңай ақшаға азғыр болыңыздар. Көріскенше.